27 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с президентом Европейского союза Шарлем Мишелем. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Европейским Союзом. Стороны выразили удовлетворение уровнем отношений и реализации соглашения о сотрудничестве и партнерстве, заложившее прочную основу для расширения всестороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сфере инвестиций, деятельности совместных компаний и оказания технической и финансовой помощи приоритетным социально-экономическим отраслям Таджикистана и финансового обеспечения ликвидации последствий пандемии COVID-19. Признано необходимым наладить сотрудничество в сферах промышленности, добычи полезных ископаемых, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства, туризма, образования и здравоохранения. В ходе встречи также обсуждалось укрепление партнерства с Европейским Союзом, финансирование реализации проектов «Зеленая экономика», «Цифровая экономика», создание технопарков, цифровых технологий и внедрение электронной торговли. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по решению глобальных проблем, связанных с водой и изменением климата. В ходе обсуждения вопросов укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии стороны обсудили случаи Афганистана и сотрудничество в области охраны границ в рамках реализации программы БОМКа и КАДАП. 27 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Астана Республики Казахстан принял участие и выступил на первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского Союза. Во встрече приняли участие президент Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, президент Кыргызской республики и президент Европейского Союза. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Таджикистаном и Европейским Союзом, принятием новой стратегии Европейского Союза для стран Центральной Азии, а также поблагодарил руководство Европейского Союза за оказание помощи в период пандемии COVID-19. Было отмечено, что Таджикистан всецело поддерживает усилия по развитию межрегионального сотрудничества в сферах экономики, транспорта и коммуникации, водно-энергетического хозяйства и других вопросах, направленных на дальнейшее устойчивое развитие наших стран. В ходе выступления на первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского Союза президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также высказался о возможности укрепления и расширения отношений стран в рамках Центральной Азии и Европейский Союз по перспективным направлениям торговли и экономики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и энергетики. Изменение климата, таяние ледников, учащение паводков и наводнения, засухи, негативные последствия этих явлений, оказывающих отрицательное влияние на экономическое и социальное положение стран, были в числе важных вопросов, по решению которых глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, внес обоснованные предложения. В ходе встречи в центре внимания участников находились различные аспекты региональной безопасности, в том числе проблема Афганистана. По итогам данной встречи озвучено совместное заявление глав государств Центральной Азии и президента Европейского Союза для средств массовой информации. В Махале Нижний Чармгарон города Куляб-Хатлонской области в честь 35-й годовщины Дня государственной независимости страны был сдан в эксплуатацию новый центр обслуживания «Вечер Самарканда». Объект построен в современном стиле и состоит из трехэтажного здания. На первом этаже расположен продовольственный магазин, на втором – столовая для 50 человек и на третьем – бильярдная. В данном контексте в селении Зираки со стороны местных предпринимателей была задействована птицефабрика. Основная деятельность фабрики – это производство диетического куриного мяса. Здесь на первом этапе предусмотрено разведение более 7,5 тысяч пернатых. В дальнейшем ответственные лица намерены расширить деятельность и тем самым удвоить численность. В настоящее время здесь разводятся бройлерные цыплята, а диетическое мясо в свежем и качественном виде отправляется по всем региональным рынкам.
Ежегодно в городе Нурек в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности, а также для привлечения иностранных гостей сооружается и сдаются для общего пользования десяток новых объектов различной принадлежности. Новый объект из числа Центр обслуживания и гостиничный комплекс был возведен на автотрассе Нурек. Здание состоит из двухэтажного здания. На первом этаже расположены пункты продажи продовольствия, сувениров и чайхана, а на втором расположена современная гостиница. Современная чайхана за один прием сможет разместить более 100 человек. Наравне с этим также в павильоне имеются открытые зоны для отдыха местных и иностранных гостей. Нужно отметить, что во многих странах туризм, играя важную роль в формировании валового внутреннего продукта, активности внешнеторгового баланса, обеспечения занятости населения и создания дополнительных рабочих мест, оказывает положительное влияние на развитие различных отраслей, таких как транспорт и коммуникация, строительство, культура, искусство, производство товаров народного потребления и секторов экономики. Поэтому создание подобных родов зон для отдыха будет способствовать развитию туристического сектора в целом. В столице республики в соответствии с решением председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и планом мероприятий за период до 2026 года должны построить 100 промышленных предприятий. Развитие промышленности на основе использования имеющихся возможностей и природных мощностей закладывает основу для устойчивости экономики, создания новых рабочих мест, повышения экспортного потенциала страны и его конкурентоспособности и окажет содействие в изобилии потребительского рынка отечественных товарами. В частности, предусмотрено строительство предприятий по производству макаронных изделий, сухофруктов, детского питания и других необходимых новых предприятий, обеспечивающих потребности города Душанбе, в том числе в цементе, гипсокартоне, кирпиче и других импортозамещающих, а также рассчитанных на экспорт строительных материалов. В соответствии с планом за данный период также улучшится и будет доведено до уровня международных стандартов качества оформления и упаковки промышленной и сельскохозяйственной продукции с использованием местного сырья, в том числе алюминия. За данный период среднегодовой рост промышленности будет обеспечен на уровне не менее 20%, а объем выпуска промышленных товаров будет доведено до 5,5 миллиардов самани. Необходимо также отметить, что в прошлом году в городе Душанбе были введены в эксплуатацию 26 малых и крупных промышленных предприятий и цехов. Строительство и ввод в эксплуатацию малых и крупных промышленных предприятий и цехов столицы даст возможность переработать и использовать отечественное сырье до конечной стадии и создаст новые возможности для повышения экспортного потенциала страны и признания отечественной продукции на мировых рынках.